День, в который для христиан совершилось перехождение от смерти к жизни и от земли к небу. Христос воскрес, и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Православные христиане отмечают самый главный праздник нашей церкви, главный праздник всей нашей жизни. Это Пасха Христова или праздник Светлого Христова Воскресения. Этот праздник для всех православных христиан – праздник исполнившейся надежды, победы жизни над смертью и в жизни будущего века, и в жизни этой земной временной. На третий день после своих страданий и смерти Иисус Христос силою своего божества воскрес из мертвых. Тело его человеческое преобразовалось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив печати, невидимый для стражи. А когда женщины во главе с Марией Магдалиной пришли омыть его мертвое тело, ангелы сказали им, что вы ищете живого между мертвыми, его здесь нет, он воскрес. Мы поем за этим праздничным богослужением. Каждый облекается во Христа, соединяется со Христом. И поэтому, как говорит апостол Павел, уже не я живу, но живет во мне Христос. И в немощах моих сила Божия совершается. Так вот этот праздник, праздник преображения человека, праздник воскресения человека. Посетил и поздравил с праздником всех православных христиан региона председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Он лично приехал в Сунжинский храм Покрова Пресвятой Богородицы. Уважаемые жители Ингушетии, разрешите вас поздравить с этим светлым праздником Пасхи. Заканчивается пост, который приходил в тяжелое время, как нам Бог посылает испытания. Если 2 года назад мы с вами встречались и переживали болезнь, пандемию, то этот год мы переживаем ту операцию, которая проходит на Украине по освобождению наших братьев и сестер от черной чумы, которая возрождается после 77 лет победы в Великой Отечественной войне. Все-таки эти корни проросли. И мы солидарны с президентом. Мы говорим спасибо бойцам, которые несут службу там. Мы победим, победа будет за нами. А в этот предпраздничный день хотелось бы пожелать всем мира, здоровья, самое главное, здоровья в семьях, счастья в семьях, и чтобы не было войны. Пасха начинается в полночь между Великой Субботой и Воскресением. Служится особенная торжественная служба, светлая пасхальная заутренняя. Ровно в полночь начинается пасхальная служба. Она исполнена духовной радостью и ликованием. Это торжественный гимн светлому Христову воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью. Под несмолкающие колокольные перезвоны начинают верующие крестный ход вокруг храма. Торжественный колокольный звон выражает торжество креста Христова, величественно носимого, окруженное сонмом верных, которые следуют за ним, как воины за знамением. Крестный ход идет под предводительством святых, иконы которых несут впереди всех. Сегодня верующие посещают могилы своих родственников, после чего отправляются в гости к друзьям и знакомым, чтобы поздравить их со светлой Пасхой, подарить кулич и обменяться главным символом праздника – крашеными вареными яйцами. Новости 24.